На сегодняшний день, когда мы говорим о парламентских выборах, то не только гагаузские партии могут участвовать на выборах парламентских, могут участвовать и другие партии, республиканские, допустим. И вот что касается Гагаузии, то Гагаузия, я думаю, что не лишается определенных прав в этом плане. Другое дело, что соответствующие конкуренты, может быть, не своевременно выполнили определенные действия, не своевременно, так скажем, зарегистрировались. Согласен с тем, что было бы неплохо увидеть, да, на практике, как участвуют гагаузские партии на республиканских выборах. Но будут шансы у Но до этого надо партии. дойти. Всему, как говорится, в свое время. И я думаю, что будет время, когда гагаузские партии тоже будут участвовать на выборах в парламент Республики Молдова. Но вот есть определенные сложности не только для независимого кандидата. Независимый кандидат на сегодняшний день, с одной стороны, должен набирать 2%, но если брать во внимание партийного кандидата, то это 2 раза больше в плане абсолютной цифры. То есть партийный депутат, если будет, условно говоря, 1,5 миллиона выход, да, партийный депутат должен набрать 15 тысяч голосов, а независимый 30 тысяч голосов. Что касается гагаузской партии, сама идея неплохая, я, в принципе, озвучивал определенные моменты. В европейских странах есть такая практика. Что касается национальных меньшинств, то там соответствующих барьеров процентных нет. Набирает партия национальных меньшинств, допустим, там 1%, проходит 1 депутат. У нас 101, соотношение примерно 1 к 1. Набирает 2%, проходят 2 депутата. Набирает 5%, проходит 5 депутатов.